Ну как вернуть деньги за турпоездку, отмененные из-за пандемии? Этот вопрос сегодня больше всего волнует якутян, у которых на руках остались неиспользованные авиабилеты и турпутевки. Якутяне стали массово отказываться от поездок не только за пределы страны, но и между регионами. Ситуацию усугубляют федеральные турфирмы и авиаперевозчики, которые никак не хотят идти навстречу. Ульяна Шагина разбиралась в проблеме. 18 родителей семиклассников одной из столичных школ еще в январе решили отправить детей в каникулярные дни в Москву на профориентационный тур. Билеты были куплены сразу же, и никто тогда не подозревал о пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. С коронавирусом у нас вообще резко изменило все. Теперь вот мы боялись, когда вот коронавирус уже начался, да, и вы консультировались, но Москва нас успокаивала, говорили, там у нас ничего такого нету режима, приезжайте, приезжайте. Паника среди родителей и школьников началась несколько дней назад, когда число заразившихся коронавирусом в Москве начало нарастать. К слову, за последние сутки их число увеличилось на 20 и составило уже более 50 заболевших. По указу мэра Собянина в Москве отменены все культурно-массовые мероприятия. Родители, естественно, решили не рисковать здоровьем своих детей и решили отменить поездку. Обзвонили вот нашу турфирму, авиакассу. Они сказали, вот с федералов у нас приказов нету, так что по приказу Республики Саха-Якутия мы не можем возвратить вам деньги и вот эти всю стоимость. У каждой авиакомпании существует свой регламент возврата билетов. Авиакомпания «Нордвинд», где родители школьников приобрели билеты, соглашается вернуть деньги со штрафными санкциями. Такая же ситуация произошла и с путевкой, которая приобреталась у федеральной турфирмы через местного агента. Мы сейчас подошли в турфирму, где родители покупали турпутевки для своих детей. Давайте зайдем и послушаем, что они говорят. Руководитель агентства, ссылаясь на решение своего головного офиса московской турфирмы, предложил единственный вариант решения проблемы – это перенос даты вылета. Причем встречающая сторона отказывается вернуть стоимость путевки, ссылаясь на то, что основная сумма уже ушла на оплату расходов. Сейчас у них все услуги проплачены, получается, гостиницам, все экскурсии, все услуги. Я сам же не решаю, я только турагент, получается. Родители оставили коллективную заявку на возврат денег. Смогут ли они вернуть хотя бы какую-то часть потраченной суммы, также непонятно. Причем на местные агентства не действует даже указ главы республики, согласно которому граждане не имеют права выезжать за территорию республики с сегодняшнего дня. Ну тогда заявление пишите, туроператор рассмотрит. Там со штрафом возврата будут. В рамках указа главы республики возврат гражданам ранее купленных авиабилетов по разным маршрутам касается только местного перевозчика авиакомпании «Якутия», летающим за пределы региона. Если до этого мы решали этот вопрос в индивидуальном порядке, граждане обращались, и мы отрабатывали в рабочем порядке через совещание, через переговоры с авиакомпаниями. Сейчас Министерству транспорта дано поручение системно подойти, просто если есть отказ, а отказ должен быть от полета официально оформлен с указанием причины, значит, введения, соответственно, значит, с указанием причины ситуация в стране, она всем на сегодня понятна, и, соответственно, после этого уже будут приниматься меры по возврату с нашей стороны. Имеется в виду со стороны авиакомпаний по системной работе. Указ не распространяется на федеральных перевозчиков, тем более республика не может повлиять на работу московской турфирмы. А это значит, что родителям школьников придется самостоятельно решать возникший спор. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Григорий Николаев, Якутск.